Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить о такой более позитивной, оптимистичной теме, которая как-то диссонирует с тем контекстом, в котором мы сейчас все, весь мир находится. То есть вот это все напряжение, которое существует в мире, оно диссонирует с нашей темой. Мы будем говорить о транзите, о рабочей группе, которая создана в администрации президента по транзиту грузов через территорию Абхазии. И, конечно же, мы будем говорить о ситуации, которая складывается в мире, о перспективах и так далее, о той военной угрозе, о которой так часто в последнее время говорят в контексте Абхазии, открытия там второго фронта и так далее. И сегодня у нас в гостях герой Абхазии Леван Мекха. Он, кстати, входит в эту рабочую группу по транзиту. И мы начнем, наверное, вопрос все-таки. Леван, здравствуй. Мы все-таки как бы с детства друг друга знаем, так что вот как бы за одной партой сидели, так что мы на «ты». Леван, я все-таки начну, наверное, с темы транзита, потому что очень много о нем говорят, и все время в таком каком-то примитивном варианте, что мы будем торговать с Грузией, как вы можете и так далее. Я бы хотел, чтобы ты все-таки более шире, намного шире, более глубже, вот в твоем понимании, для чего нам этот нужен транзит? Да, спасибо за приглашение. Я рад участвовать впервые в твоем, значит, проекте и, думаю, не последний раз. Ну, зависит от того, как ты сегодня. Я думаю, ты совершенно правильно расширил рамки, потому что на самом деле права Абхазии намного шире, чем участвовать в транзите. Да? Мы долгое время находились в изоляции, и я имею в виду со стороны Грузии, Турции, да, там у нас официальный остальным миром, да. Кроме России. Да, и поэтому, наверное, сейчас есть смысл заявить о себе и сказать, что Абхазия имеет право быть деизолирована в гуманитарных целях, да. И поэтому не только надо говорить о транзите, но и о признании наших паспортов. Кстати, есть разные прецеденты по паспортам, если говорить, что если даже не признанное государство, но паспорта могут использоваться как туристические. Это как проездные документы. Да, как проездные документы. Говорить о том, что мы имеем право на то, чтобы наши товары могли быть отправлены в любую точку мира. И тоже есть прецеденты, кстати, по этому поводу, когда товару можно присвоить нейтральный статус. То есть есть ряд и большой ряд наших прав, которые в гуманитарных целях можно говорить. И я думаю, что вот этот весь процесс можно осуществить, обратившись к ООН, осуществить под эгидой ООН для того, чтобы сказать, что вот в такой ситуации у народа Абхазии есть гуманитарные права, которые очень, значит, жестко сегодня, значит, преследуются, да. Мы знаем даже вот в финансовой сфере, да, с Абхазией вот непризнанная банковская система, мы не можем отправлять деньги за пределы Абхазии. И поэтому я бы вот все эти права привязал бы к этому условно транзиту, потому что мы субъект международного права,
и мы должны, значит, участвовать в этих транзитных, то есть это перевозках и все остальное, потому что это, во-первых, деизолирует Абхазию, а во-вторых, это статья дохода, которая могла бы пополнять наш бюджет, и причем существенно для того, чтобы, значит, экономическая независимость, суверенитет наш был наполняем и экономической составляющей. Поэтому я бы вот так бы сформулировал, это и политическая составляющая, я уже об этом сказал, это вот ради наших прав, за которые мы должны бороться и которые мы должны декларировать и говорить о них на разных площадках, первым долгом на площадке ООН. И вторая – это экономическая составляющая, что на самом деле мы знаем, что к нам на территорию поступают товары, но они не декларируются, то есть с другой стороны, со стороны Грузии, я сейчас не только говорю о товарах грузинского производства, вообще там любой товар, там с той стороны у нас нету таможни, и это все проходит мимо государственного бюджета нашего, который мог бы пополняться и в больших объемах за счет этого и транзита, и, значит, попадания на территорию Абхазии. С другой стороны, мне кажется, не мне кажется, я просто уверен, что сама тема транзита и вот этих дискуссий, это вот, в общем-то, это еще и ментальное, наверное. Это идет речь о ментальном восприятии, потому что Абхазия все-таки исторически она была как бы в центре вот этих всех транспортных коммуникаций, да, поэтому все эти римляне, генуэзцы, там, персы, турки, греки и так далее, они здесь все пытались как-то обосноваться, да, и строились там свои фактории, маленькие города, пристани, порты там и так далее, все это строили, но последние 30 лет, то есть после грузино-абхазской войны, то есть сперва обстоятельства нас вынудили стать тупиком, с одной стороны, да, то есть сейчас у нас, то есть вот этот транзит проходит, то есть в направлении России и обратно, и здесь дальше мы уже никуда. А потом уже мы как-то с этим свыклись, и нам кажется, что это, в общем-то, нормально. То есть мы никак не используем наше географическое положение для того, чтобы, в общем-то, развивать свою экономику через вот такую активность, транспортную активность, развивать свою экономику. С другой стороны, мы, не развивая эту активность, мы не говорим о том, что ее нет. Вот этой активности. То есть надо просто прийти на наш сухумский рынок и там спросить, и тебе обязательно скажут, что эти яблоки горийские, это картошка ахалцикская, там, если вы хотите виноград, да, кахетинский, то номер телефона оставьте, вам привезут, в общем-то, да, и все это как бы проходит, да, без всяких там больших проблем, и при этом государство ничего не имеет, и мы понимаем, что это же не только проблема там, того, что там пошлину не взяли. Это дальше продукт сюда пришел, да, то есть люди, которые там, те же, я знаю людей, которые имеют свои, как его, маленькие винокурни, да, и они завозят, и у них винограда своего там не хватает, они завозят там с России, да, платят налоги, пошлины и так далее, то есть, а люди отсюда привозят, ничего не платят. То есть это вопросы конкуренции и создания других, как бы более таких теневых секторов, которые, в общем-то, ничего кроме вреда абхазской экономике не приносят. Но при этом как бы мы создаем еще и ментально такое восприятие, знаешь, вот это две параллели у нас, два параллельных мира, которые вдруг уживаются, но при этом все говорят, что это очень замечательно. То есть мы не хотим перейти на какие-то цивилизованные рамки, рельсы, да, развития, да, когда у нас вся там экономика будет
будет белой, да, все отношения, все правила будут проговорены четко, да, что мы можем, чего мы не можем, что выгодно Абхазии, что невыгодно. Я не знаю, знаете, когда... Это регулирует внутренний рынок, защищает внутренний рынок. С другой стороны, я заметил, что вот мы все время какие-то важные темы пытаемся их, когда начинается попытка переосмысления, да, нужно нам, не нужно, подключается вот такой, ну, откровенно площадной уровень, который начинает играть на неких патриотических чувствах, да, там вот на таких низменных чувствах, да, то есть, когда речь идет о транзите, все начинают говорить: вы что, с грузинами начинаете торговать, да? Послушайте, даже если ты с грузинами о чем-то торгуешь, да, условно говоря, где-то сотрудничаешь, да, мы же сотрудничаем там с энергетиками, с грузинскими энергетиками. Почему мы сотрудничаем с грузинскими энергетиками? Потому что это в наших интересах, да. То есть есть вещи, где ты можешь как бы заложить свой интерес. Но мы как бы отказываемся это, но при этом люди, которые, я знаю некоторые, которые больше всех кричат, и я знаю, что они имеют отношение к этому, как к теневому, да, транзиту условному или там торговле этой, да, то есть потому что это им выгодно. И вот это как бы тема, она, конечно же, спекуляции на вот таких дешевом патриотизме, она всегда присутствует. Это касается не только там, как бы отношений, транзита и других многих вещей. И мне кажется, очень важно в этом плане, вот, когда мы говорим экономическое, политическое и так далее, нам все-таки нужно самим ментально понять, чего мы в этой жизни хотим. Какую хотим мы страну видеть? Какое будущее хотим видеть у наших детей? То есть и здесь очень важно, наверное, все-таки как бы вот это болото, которое мы 30 лет создавали и понимаем в душе, что это тупик, как-то его разгребать. И для меня вот тема транзита – это вот одна из этих тем. В конце концов, мы в мире должны заявлять не все время в контексте грузино-абхазского конфликта. Да? Мы должны заявлять о себе и своей культурой, и своими товарами, и своей природой, и так далее. И тем, что мы строим свое государство, нормальное государство строим. Но это невозможно сделать, когда ты сам приговорил себя быть тупиком. И в этом контексте, мне кажется, это очень важно, вот, ментально переосмыслить вот эти процессы, которые происходят. Я, наверное, все-таки еще бы хотел бы сказать, что мы очень часто говорим о нашей диаспоре. Вот ты часто бываешь в Турции, там встречаешься со многими с диаспорой. Как они относятся вот к этому? Как их восприятие? Знаешь, ты в своем выступлении сейчас много тем затронул, которые я тоже хотел бы параллельно затронуть. Вот. И, наверное, начал бы с того, что не надо обвинять наше общество в каких-то страхах и так далее. Если мы не смогли нашему обществу доказать и объяснить, что такое хорошо и что такое плохо, и почему это полезно, и почему это не мешает нашему суверенитету, а наоборот помогает, значит, это наша вина. И в том числе нашего журналистского сообщества, аналитического сообщества. Да. Поэтому, если есть такие страхи, значит, надо с этим работать и объяснять и так далее. Это первое. Второе, наверное, эти страхи происходят от того, что многие процессы в нашем обществе непрозрачны. Непрозрачны. Люди боятся, что за этим что-то другое стоит, что это не будет контролироваться обществом, что это будет непрозрачно, не видно и так далее, и так далее. То есть и это тоже обосновано сегодня. То есть когда какой-то процесс мы начинаем и говорим, наверное, вот сейчас это правильный процесс, когда надо обсуждать, надо говорить, и причем в открытую, и видеть оппонентов. Ну, я думаю, в какую-то передачу ты
пригласишь оппонента, где мы выслушаем такие опасения или другие точки зрения, которые тоже интересны для того, чтобы... Мы же хотим общего дела, хорошего для страны, и поэтому надо выслушивать все точки зрения. И это, мне кажется, нормальный процесс, когда люди искренне беспокоятся, а что это, может быть, принесет нам, а что, какие опасности за этим следуют. Поэтому первое, правильный процесс, надо обсуждать, надо дискутировать, надо спорить, надо доказывать. И всегда это будет, когда будет кто-то согласен, кто-то нет. Но общественное мнение можно сформировать, что вот это принесет пользу. На самом деле, имея такую границу с восточной страной, которую мы не контролируем. 80 километров. Да, и которую мы не контролируем, я имею в виду в плане перевозки товаров, которая, значит, она вообще, можно так сказать, подрывает экономику Абхазии, да, потому что те безналоговые товары, без таможенного регулирования товары, которые поступают на абхазский рынок, они легальные компании, которые завозят со стороны России, платят налоги и так далее, подрывают их платежеспособность и так далее. Легальный бизнес уходит в тень. То есть, чтобы вы понимали, да, как это взаимосвязано. То есть, становится невыгодным легально заниматься бизнесом, потому что существует огромный товарооборот нелегальный. То есть, это фактор, который обязательно надо легализовать. То есть, весь товар, который с какой бы стороны он ни поступал, он должен быть легализован, платить налоги для того, чтобы создать защищенный внутренний рынок. Опасность в том, что рынок у нас сегодня не защищен. Это первое. Второе, то, что правильно ты говоришь, что на самом деле эта возможность открывает массу возможностей для развития абхазского бизнеса и в том, чтобы он состоялся. Ну, это понятно, что выгодно всем, потому что легальный бизнес платит налоги и поступает в казну. То есть все вот такие небольшие страны, которые связаны с большими странами, как Россия, они пользуются и такой возможностью, когда там беспошлино или с маленькой пошлиной товары попадают в Абхазию, и они реэкспортом попадают в Россию. То есть это тоже огромный рынок и рабочих мест, и возможностей для страны открывается после того, как мы, я еще раз говорю, легально должны это сделать. Это транзит. Это легальная возможность провоза товаров, где Абхазия как субъект имеет легальные основания участвовать в этом процессе под эгидой ООН или международной организации. Это не контрабанда, которая пойдет, это не какая-то скрытая форма товарооборота через территорию Абхазии. Поэтому вот это вот легальный статус, который может Абхазия в этом случае получить, это тоже очень важно. Это тоже очень важно. И потом, ты вот правильно говорил о том, что транзит, это все страны возникали через транзит, все государства, да, ну и там путь из варяг в греки, да, Киевская Русь возникла на транспортной артерии, Великий шелковый путь, который мы были отвлечены, да. то есть вот Самарканд там и так далее, великие эти города возникали тоже на транспортном артериях, да, вот Константинополь возник на пересечении транспортных, то есть транспортные артерии и коммуникации играют колоссальную роль для создания именно государства. Потому что эту транспортную артерию всегда нужно оборонять, сохранять, а это армия, значит, транспортная артерия, плюс появляются деньги для содержания армии, а армия уже создает государство. Ну, это вот такой вот принцип исторический. И поэтому быть тупиком, быть вне транспортных путей, это всегда опасность для государства. То есть это мы
правильно ты говорил о том, что Абхазия всегда была сосредоточением вот этих транспортных артерий, путей. Не напрасно Страбон там говорил, что в Диоскуре там 70 на 70 языках можно было торговать. Это говорит о том, что представители различных народов собирались в Диоскуре для того, чтобы обмениваться товаром и так далее. Поэтому это очень большое значение играет, когда ты участник этого процесса, когда ты не... Конечно, можно где-то спрятаться, отказаться от современных... Оно мне надо и так далее, но это ведет к деградации многих вещей, да, деградации, страна не развивается, общество не развивается. И поэтому, конечно, есть опасения. Я согласен, что наше общество сегодня опасается таких каких-то, значит, быть интегрировано в глобальный мир, потому что глобальный мир, оно стирает границы там, и так далее, и так далее. То есть внедряется вот в эту вот устойчивую традиционную жизнь и так далее. Есть опасения, конечно, но я думаю, что этого бояться не надо. Наоборот, мы всегда... У нас, у нашего народа и государства мы всегда находились в ареале мировых цивилизаций. И мы у себя всегда вырабатывали такой как бы иммунитет для того, чтобы принять новые технологии, но сохраниться как этносу, как народу. Ну, в конце концов, есть хороший пример, мне кажется, вот этих небольших арабских государств, нефтегазодобывающих сейчас, от которых там весь мир там как бы прислушивается, да, там, что же они там примут, да, там ОПЕК примет. А ОПЕК состоит из таких как государств, как Катар, там, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт. Это маленькие государства, они по площади соизмеримы с Абхазией, да, по населению может быть там раза в 2-3 больше, но в реальности эти государства, наверное, если бы в свое время отказались бы от вот какого-то перспективного реального изменения отношения там с окружающим миром, наверное, вот их сейчас никто бы не знал бы. Может, этих государств и не было бы по большому счету, да, то есть они там вот как бы жили в своей такой обособленной жизнью, может быть, они просто растворились бы. Но сейчас это очень, и при этом они сейчас, когда они все-таки рискнули, там у них и нефть, и газ, и с умом они этими своими богатствами распределились, и у них при этом они вот собственную идентичность, они не только сохранили, мне кажется, даже и укрепили, да, то есть у них идет это влияние их культуры, да, наверное, оно распространяется и за пределы, заметно за пределы их собственных государств. И при этом мне кажется, что вот этот пример, он такой же очень хороший для Абхазии. Нам тоже нужно, да, мы все время говорим не только о транзите, у нас вопрос был в свое время там и по нефти и так далее. Весь вопрос, проблема не в том, добывать, не добывать, а как это делать, да, у нас должна быть повестка, для чего мы, да, И куда идут доходы, да, и куда идут доходы и так далее, и чьи эти доходы, да, то есть это самый главный вопрос. И здесь, мне кажется, мы все время должны, наверное, говорить о том, что принесет это Абхазии. Вот это самое главное, да, любая договоренность, любые какие-то отношения, они должны укреплять это государство. И мне кажется, вот если бы мы исходили бы из
этой особенности, наверное, у нас как бы по-другому страна развивалась. Потом еще то, что я сказал, это тоже очень важно, что это гуманитарная миссия, да, мирового сообщества, потому что мы имеем право передвигаться, право на передвижение, но наши паспорта нельзя ими, да, передвигаться. Мы имеем право получать товары или отправлять товары. Это наши права. Мы должны о них говорить. Это права человека, права народа. Мы их должны отстаивать и очень пробивать. Да. То есть нам вот закрыли, закрыли теперь. Что теперь нам делать? Нет, мы должны их отстаивать. Мы имеем право на то, что товары с территории Абхазии уходили или приходили, те, которые мы хотим. Мы имеем право отправлять деньги, куда мы хотим. Это права человека, которые конкретно нарушаются сегодня. И мы их должны отстаивать и говорить. Я, Ливан, сейчас уже бы отвлекся бы, наверное, на такую действительность, которая сейчас есть в связи с тем, с тем конфликтом, который сейчас российско-украинским, который происходит, да, и там звучат всякие там призывы со стороны украинского руководства, и там как и в Грузии там пытаются троллить, да, там политики говорят, давайте референдум проведем насчет открытия второго фронта, да. Но и с другой стороны наши политики тоже говорят, что вот сейчас есть угроза. Не, угроза она всегда есть, но мне, наверное, важно всегда быть готовым к этой войне, наверное, да, к любой войне, да, там не только сегодня, эта война может и через 10 лет быть, да, но насколько это важно вот сейчас, допустим, мы говорим, вот такая ситуация, и мы говорим о транзите, вдруг. Какое-то несоответствие, да, я вот и в социальных сетях читал, да, там, то есть вы тут здесь воевать собираетесь, да, а тут война говорите, а тут и одновременно транзит, то есть какое-то несоответствие. Я бы хотел бы все-таки, чтобы ты как-то поразмышлял. Знаешь, я тоже эти вопросы слышу, конечно, но здесь я думаю, что мы же не говорим о том, что мы на кого-то собираемся нападать. Да. Мы говорим о том, что мы должны быть готовы к любой агрессии, которая может нам угрожать. Поэтому, и это, кстати, мировой тренд. Все страны, даже благополучные там, европейские страны, сейчас пересматривают свои бюджеты безопасности, свои доктрины по безопасности, где уже предусматривают свои вооруженные силы, где предусматривают финансирование, обучение, там много-много-много чего. А второе, то, что, безусловно, у меня просто сомнений нету в том, что государство без вооруженных сил, современных вооруженных сил, оно не может сегодня эффективно развиваться. Это не просто расходы, это не многим покажется расходы, которые могли бы пойти в социальную сферу или там туда, но нет, это базовый принцип вообще существования государства. Вооруженные силы – это та подушка безопасности, которая должна быть у государства. И в воспитательном процессе, и в воспитании граждан, да, что каждый должен понимать, что он должен что-то сделать для вооруженных сил, и значит свой выполнять гражданский долг. Потому что государство без гражданского долга не бывает. То есть государство – это обязательство сторон. Граждане должны выполнять свои обязанности, и государство должно условия. Да. Поэтому это очень важный процесс.
И это вообще, этот принцип, он, когда общество абхазские, особенно абхазское общество, оно традиционно всегда была готова к таким вот, общество всегда должно быть готово к таким катастрофическим ситуациям, как война там, или другой форме там, пандемии, или условно говоря, потому что мы находимся, мы понимаем, что в таком хрупком мире, где возможно все, да, то есть должны быть и так называемая гражданская оборона, да, должны быть и бомбоубежища, инфраструктура, там, которая от различных техногенных катастроф, я не знаю, всего-всего. Но так нельзя так быть такими беспечными, столько лет, 30 лет не заходить ни в одно бомбоубежище и вообще не создавать эту инфраструктуру. Такими беспечными быть нельзя. Это все составляющие государства. И, естественно, вот в этом процессе должно быть доверие общества и государства друг к другу. Да? Потому что наши вооруженные силы – это вооруженный народ, сам народ. Это мы не сможем создать такую профессиональную армию, которая бы могла бы численно защитить Абхазию. В этой системе должен участвовать народ. И, естественно, вот это доверие между народом и государством, оно всегда должно быть. Они должны иметь взаимное такое доверие друг к другу, да, что государство всегда выполняет все функции, которые на него возложены, не в личных интересах, не в коррупционных и так далее, а на благо Родине. И то же самое народ. То есть он должен выполнять свой долг, да, служить в армии. Ну, должно быть это престижно. Никто не должен там, отлынивать от службы в армии. Да, то есть, все-таки нормальная армия. Да, должна быть нормальная армия. Потом вот это о резервистах мы должны сказать. Они должны участвовать ежегодно на сборы, значит, приезжать, участвовать в этом процессе. То есть это все дисциплинирует общество, это все приводит к тому, что государство в своих функциях оно как бы эффективно работает. Потому что не напрасно там королевская семья, все военные, да, они отправляют служить в армию. Во-первых, это поднимает престиж армии, а во-вторых, они демонстрируют, что элита, она, значит, находится в обычных войсках, в обычной армии, где они показывают, что вот они, функции государства заключаются в том, что руководители, элиты государства, они начинают себя, они участвуют в этом процессе. Поэтому вот эти все механизмы, они должны начать работать, и это очень хорошо для оздоровления нашего вообще общества. Да? И мне кажется, сейчас, так как мы как-то последние годы очень мало внимания этому уделяли, вообще, можно сказать, даже игнорировали, да, это была последняя статья расходов, последняя статья, значит, внимания государственных структур. Сейчас приоритеты должны поменяться. Но мне вообще кажется, что да, там этот год, это не только для Абхазии, это вообще для всего мира. Начался он как-то вот так очень тревожно, да, трагично, драматично, он развивается, и вся ситуация, которая там происходит на Украине, она имеет продолжение, имеет развитие, да, то есть пока таких оптимистических ноток, что это все быстро прекратится, нет, но при этом, мне кажется, вот эти вызовы, которые исходят из всей этой ситуации, мы должны обязательно ответить на все эти вызовы, да? То есть вот сейчас вызов
там вызовы есть экономические, вызовы, связанные с обороной, вызовы с дальнейшим переосмыслением, какое государство мы строим, да, какое общество мы хотим иметь. Да. То есть очень много всяких вызовов, на которые мы должны дать ответ. У нас есть преимущество маленького государства, по-моему, то, что оно маленькое, оно более мобильное. И мы должны вот эту мобильность использовать нашу, да, вот быстро переориентироваться. Мир технологически очень сильно поменялся, да, ценности остались, может быть, те же самые, и то тоже как-то начинают они меняться в каких-то вещах, но общечеловеческие ценности, они в любом случае остаются для нас ориентиром, по крайней мере, абхазов. И мне кажется, нам нужно, вот все, что происходит, нам нужно просто встроиться в этот режим, этот ритм и ответить на все эти вызовы. И если бы ты добавил... Да, я бы сказал, что у нас есть успешный опыт. И мне посчастливилось участвовать в этом процессе. Мы создавали армию, которой не было. Да? Мы создавали с нуля. И мы верили, что мы победим, но самое главное, мы понимали, что нам нужен механизм для победы. А механизм это была армия. Да? То есть создание армии это и есть создание государства. Мы смогли создать на 92-й, на 93-й год современную по тем стандартам, которые тогда существовали, армию. Даже в формировании тактическом, во многих взаимодействиях родов войск и так далее. Это была современная армия. И у нас есть этот успешный опыт. И поэтому мы, я думаю, и сможем реализовать эти проекты на данном этапе, потому что, слава Богу, я вот часто говорю, у нас около 1000 человек закончили военные училища, которые в разных направлениях. И поэтому у нас база очень хорошая, молодежь прекрасная, и желание, мотивация, кровь воинов никуда не делась, она есть, она кипит, и поэтому у нас есть все возможности, и опыт, и желание, и мотивация, все составляющие для того, чтобы сейчас воссоздать и обновить, можно сказать, она у нас есть армия, но как на современном этапе модернизировать, обновить ее. И это можно сделать в небольшие сроки. И поэтому тогда мы это беспрецедентно создавали. Мы создавали, воюя, создавали армию. Это было... С коленок. Да, то есть это было беспрецедентно, когда создается, вооружается. Конечно, наше тогда политическое руководство, Владислав, он соответствовал тогда тому времени, да, он знал, что нужно и как нужно, и куда вести общество и народ. То есть это все составляющие тогда были. Я думаю, и сейчас у нас все возможно. Ну и нам приходится завершать нашу работу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был герой Абхазии Леван Микха, и мы сегодня говорили о транзите, мы говорили о безопасности и о том, каким должно быть абхазское государство, хотя бы вот в представлении нас двоих. Да? Спасибо большое, спасибо, Леван. До скорых встреч.